Эксперты часто расходятся во мнении о целесообразности включения Сталиным в состав Советского Союза Западной Украины. Вот ваше мнение, нужна ли в будущем Галиция Украине или России, учитывая, с одной стороны, наличие на ее территории немалого числа русских людей, а с другой стороны, что бандеровцы, вот, попущенные, к слову, еще Хрущевым, сегодня уничтожают десятки тысяч русских людей в Донбассе? В историческом плане и Галичина, и Подкарпатская Русь – земли, несомненно, русские. Более того, в Подкарпатье, то есть на западном склоне Карпатских гор, население сохраняло русское самосознание, даже пребывая в составе Венгрии, потом Австро-Венгрии, потом Чехословакии. И было, кстати, очень серьезно огорчено, что после воссоединения с Россией жителей нынешней Закарпатской области зачислили в украинцы. А вот с Галичиной действительно случилось страшное. Именно восточный склон Карпат был 1,5 века назад избран в качестве полигона отработки методов психологической хирургии, нацеленных на превращение русских в антирусских. И к Первой мировой войне уже довольно заметная, хотя и малая, ну, то есть порядка где-то 1/10 части местного более-менее образованного слоя, было одержимо идеей «украинцы не русские». Потом, когда большевики по своим политическим соображениям, в тот момент выглядевшим вполне серьезными и здравыми, поддержали эту идею, именно из числа образованных жителей Галичины набирались учителя украинства. Потом, правда, в начале 30-х годов даже большевики убедились в пагубности этой идеи, но к тому времени партия вложила в нее столько собственного авторитета, что не могла полностью от нее отказаться. Так вот, украинство на советской территории пребывало в законсервированном состоянии, не навязывалось более силой, но и не уходило из сферы публичной агитации. Очень может быть, что Иосиф Виссарионович Джугашвили, один из крупнейших среди коммунистов специалистов по национальной проблематике и даже первый народный комиссар по делам национальностей, он осознавал масштаб проблемы, но, вероятно, надеялся, что, оказавшись в советском окружении, активисты идеи отделения украинцев от остальных русских окажутся сравнительно безопасны. И действительно, так оно и было довольно долго. Более того, тех, кто собирался силой добиться этого отделения, задавили, но, к сожалению, дальнейших вполне логичных шагов, направленных на возвращение малой и белой Руси в общерусскую культуру, не предприняли. Я полагаю, если бы украинский и белорусские диалекты русского языка
преподавали именно как диалекты и одновременно ввели, например, на Дону преподавание диалекта, которым пользовался Шолохов, а в Архангельске преподавание диалекта, которым пользовался Шергин, то можно было бы вернуть украинцев к пониманию своей роли в составе русского народа. Но это не было своевременно сделано, полагаю, в значительной мере как раз потому, что преемник Иосифа Виссарионовича на высших постах в партии и государстве Никита Сергеевич Хрущев представлял интересы того слоя партийной бюрократии, с которым Иосиф Виссарионович боролся на протяжении большей части своей жизни. Хрущев представлял именно тот слой партийной бюрократии, который организовал большой террор, хотя, конечно, Хрущев потом обвинил в этом как раз тех, кто с большим террором боролся, прежде всего Джугашвили и Берия. И понятно, что этот слой ради утверждения своей власти готов был бороться со всем, что делал Джугашвили, в том числе именно при Хрущеве началась новая волна украинизации. Так что ответственным за то, что творится сейчас на Украине, надо все-таки считать не Джугашвили, а как раз тех партийных бюрократов, с которыми он боролся. То есть такой своего рода первый государственный переворот. Ну, то, что 26 июня 1953 года произошел именно государственный переворот, когда Хрущев и Жуков организовали убийство первого заместителя председателя Совета министров Лаврентия Павловича Берия и последующий арест и уничтожение очень многих, кто вместе с Берия обеспечивал безопасность нашей страны, это переворот вполне очевидный и несомненный, но то, что за этим переворотом последовало радикальное изменение всей нашей внутренней и внешней политики, знают, к сожалению, далеко не все. Более того, я, хотя уже не первый год изучаю этот период, тоже еще знаю лишь ничтожно малую долю разрушительных последствий этого переворота. Достаточно только отметить, что плачевное состояние советского сельского хозяйства в 70-е, 80-е годы – это тоже одно из бесчисленных следствий государственного переворота 26 июня 1953 года. Ну и возвращаясь к началу вопроса, к тому, целесообразно ли сохранение Галичины в составе грядущей объединенной России, полагаю, что все-таки целесообразно. Хотя не исключаю, что там понадобится на какое-то время особый режим для уничтожения местных террористов, что там понадобятся особые учебные программы для устранения последствий полуторавековой психологической хирургии, но, тем не менее, мы не можем бросать русских на произвол судьбы только потому, что кто-то
на какое-то время задурил им голову. Конечно, значительно легче заболотить мозги, чем отмыть их потом от этой грязи, но это, тем не менее, задача вполне осуществима. Поэтому полагаю, что даже если придется некоторое время подержать Галичину в карантине, то есть ввести там правовой и образовательный режим, отличающийся от правового и образовательного режима в остальной России, но, полагаю, понадобится это сравнительно ненадолго. И уже то поколение, которое войдет в состав России, доживет до момента, когда будет чувствовать себя в ней вполне своим. А я вот уцепился за такую довольно оптимистичную фразу «воссоединение Украины с Россией». А по-вашему, какие сроки? Я не могу точно определить сроки воссоединения Украины с остальной Россией. Хотя в разное время было несколько очень удачных моментов, когда это можно было сделать быстро и со сравнительно малыми усилиями, но эти моменты по разным причинам были упущены. А коротенько? Сейчас я полагаю, что благоприятные условия для воссоединения появятся во второй половине 2017 года.